Впрочем, и эти видавшие виды специалисты признают, что объем работ очень велик, сроки ограничены, да и сами работы довольно-таки сложны. Много персонала отвлечено на Алдан, поэтому ремонт довольно в сложных условиях проходит. Ну и объем ремонта большой, то есть реконструкция будет, сняли на турбине очень много оборудования. В этом масштабном ремонте задействованы силы 3 цехов: специализированного ремонта электротехнического оборудования, оборудования тепловой автоматики и средств измерений, а также тепломеханического оборудования. Круг обязанностей у всех разный, а вот цель одна – качественно подготовить оборудование станции к следующей зиме. Основным заказчиком этого цеха является не только Нерюнгринская станция, но и угольные разрезы района, объекты Алдана. Универсальное металлообрабатывающее оборудование плюс высокая квалификация персонала ремонтно-механического цеха позволяет выполнять невероятно широкий круг работ. В небольшом коллективе цеха, всего 25 человек, молодежи мало, и держится он в основном на ветеранах. Юрий Яковлев, работающий в отрасли почти 30 лет, за эти годы был отмечен многими почетными грамотами Нерюнгринской ГРЭС, знаком «Лучший по профессии», а теперь представлен к званию «Ветеран труда» компании «Якутскэнерго». Большое спасибо вам, ребята, за ваш труд, за ваши золотые руки. А вашим женам хочу сказать спасибо за моральную, физическую поддержку ваших мужей. Закончила техникум, город Советск, Калининградской области. В 1978 году приехала в поселок Хандыга. В 1981 вернулась в Алданский район. В 1983 приехала в город Нерюнгри. По сегодняшний день проживаю в Нерюнгри и работаю на Нерюнгринской ГРЭС. За 23 года, что Анна Иплаевна трудится в энергоотрасли, она была отмечена почетными грамотами и благодарностями, признана лучшим изолировщиком в соревнованиях по профмастерству. Но главное, что ее коллеги тоже могут сказать о своей сотруднице только добрые слова. Это человек, на котором, можно сказать, держится работа наша. Работа у нас такая, что не позавидуешь никому. Что женщины практически не видят семьи, работают по 12 часов, без выходных. Сейчас 2-й год мы уже работаем на строительстве котельной в центральном городе Алдана, и поэтому наши женщины вынуждены отрываться от дома, от семьи и работать там. Дай Бог, чтобы у всех были такие женщины, как у меня.